Я немного выбиваюсь, кажется, из нашей тематики дня. Мы в основном говорим про медиа. Наверное, отчасти то, о чем я хочу поговорить, тоже к медиа имеет отношение, но в самом широком смысле слова, если мы под медиа понимаем, ну, например, не знаю, преподавание в Zoom, например, да, или вообще как устроены какие-то современные образовательные платформы. Тезис мой вот какой, о чем я буду говорить. Многим кажется, что вот сфера образования, она такая достаточно неповоротливая, консервативная, и с ней ничего нельзя сделать. Ее, с одной стороны, нельзя реформировать толком в России, а с другой стороны, ее всерьез нельзя развалить. Я утверждаю, что то, что сейчас в России с университетами происходит, наверное, то, что и со школами происходит, я просто об этом меньше знаю, я в этой сфере никогда не работал. Так вот, то, что происходит с университетами, это превращение университетов в казармы, в такое место, где ничему учиться, ничему учить и ничего исследовать нельзя. Конечно, у университетов есть большая инерция, есть какие-то славные научные школы, есть хорошие университеты и в Москве, и в других городах, и они будут разваливаться и вот так гнить в этих условиях еще очень долго. Но процесс этот более-менее неостановимый, необратимый в нынешних политических и социальных условиях. Я хочу вначале привести несколько примеров достаточно конкретных, потом постараться их проанализировать, сделать выводы, а потом поговорить про то, какие у нас есть альтернативы, как мы собираемся действовать, как мы можем действовать, если мы все-таки хотим чему-то учиться и что-то преподавать. Вот, значит, первый мой кейс — это история, очень хорошо знакомая тем людям, которые следят за развитием социального знания в России. Вот есть такая замечательная институция, уже точнее ее нету, ее успели признать иностранным агентом, но она перед этим объявила за несколько дней о своем расформировании. Social Science Lab — это совместный проект российских исследователей и Оксфордского стипендиального фонда. Это вещь, которая позволяла людям, ну, как бы современными исследованиями заниматься в Российской Федерации, получать за это какие-то деньги, на которые можно было жить, и вообще строить свою карьеру так, как если бы мы были нормальной европейской страной, и можно было, сделав проект в СССР, потом поехать куда-то еще, потом вернуться в Россию, короче, принести нашему обществу пользу. Можете посмотреть на сайте этого проекта, там отличные социологи, они и другие социальные ученые, они описывали свои проекты, у них куча студентов с очень разными треками. Вот буквально некоторое время назад, 4 дня назад, их признали иноагентами. То есть происходит то же самое, о чем говорили, в общем, на других наших сессиях сегодня, да, и здесь важно, что, обратите внимание, что иноагентами признается учреждение, которое занимается наукой и исследованиями. Значит, Минюст в своем постановлении сообщил, что СССР занимался, ну, вмешивался в российскую политику, в общем, проводя опросы общественного мнения и как бы распространяя негативные сведения о Российской Федерации, маскируя это все под видом исследований. То есть, в принципе, если вы исследованиями занимаетесь, распространяйте только позитивные сведения, тогда у вас все будет в порядке, особенно если вы, не дай бог, с оксфордскими программами сотрудничаете, тогда просто совсем катастрофа. Очень обидно, это вот буквально события этих недель, вот мы в этой реальности находимся, когда научные исследовательские институции начинают признаваться нежелательными в Российской Федерации. Следующий пример, вот совершенно вопиющий. Один из самых известных американских частных проектов в сфере высшего образования, Барт-колледж, организация с прекрасной репутацией. Если вдруг кто-то слушает из философов, хочу напомнить, что именно в Барт-колледж находится библиотека и архив Ханны Аренд. И эта организация целиком, да, этот образовательный проект стал первым университетом иностранным, который признан нежелательной организацией. Здесь совсем все плохо, то есть, ну, иностранными, когда вы иностранный агент, вот как нам сейчас Маркелов объяснял, вы все-таки можете там как-то ходить, только вам нужно везде говорить, везде ходить с табличкой, что вы иностранный агент, то есть неудобно, но пока не смертельно. За сотрудничество с нежелательными организациями в России может грозить сейчас по действующему законодательству до 6 лет тюрьмы. И вот представьте себе, вы сотрудничаете с американским частным университетом, делаете исследования, Ханну Аренд изучаете в конечном итоге, и это означает, что вы вот такой преступник, вы работаете с точки зрения наших властей против интересов собственной страны, что, конечно, полный бред.
Барт-колледж с 1997 года сотрудничал с Санкт-Петербургским университетом. Благодаря поддержке этой организации в университете в Петербурге был создан факультет свободных искусств. Говорят, что он, ну, как бы справедливо говорят, что он ассоциирован с Алексеем Леонидовичем Кудриным. Ну и вот эта вся история теперь, она вот таким образом схлопывается. Я видел много ученых, которые, это тоже новость вот последних недель, даже, можно сказать, последних дней. Я видел много ученых, которые, в общем, не особо политизированы, стараются заниматься исследованиями и не высказываться на общественную тематику, особенно когда она их не касается. Вот новость про Барт-колледж их просто привела в ярость, потому что это означает, что любая организация, в принципе, с которой ты сотрудничаешь, она может выясниться, что она нежелательная организация, ну и после этого ты такой вместо ресерчера, ты станешь таким criminal mastermind, таким Уолтером Уайтом, был химиком, а стал, значит, сотрудником нежелательной организации. Как работать в этих условиях, никто не знает, и никто не знает, как развивать какую-то нормальную науку. Наука в современном мире международная, никто не делает национальных научных проектов, сейчас даже Китай, даже США, все ученые сотрудничают, все ездят друг к другу на стажировки и на конференции, и вот нас таким варварским способом из этого мира вырывают, и, в общем, не очень ясно, с каким темпом и до каких пределов все это дойдет. Следующий кейс — это преследование студенческого журнала «Докса». Я думаю, что многие из наших участников сегодняшних знают, что это за проект и за что его преследуют. Ну, здесь была, в общем, довольно простая идея. Если вкратце, «Докса» появлялся как студенческий проект Высшей школы экономики. Конечно, университет должен гордиться таким студенческим проектом. Это означает, что у него классные студенты, настоящие такие, ну и патриоты, и активисты, которые пишут про проблемы российских университетов, стараются делать это максимально качественно, иногда, может быть, ошибаются, но в целом просто честно рассказывают про студенческую жизнь. И вот в 2019 году их сначала выбросили из университета, заявили: ребята, давайте вы как-то без нас, без нашей поддержки, без наших там аудиторий, без этого статуса. А сейчас 4 редакторов «Докса», это широко известная информация, хорошая кампания в защиту этих ребят идет, и сейчас там будут новые события и новая часть кампании. Следите за этим, пожалуйста. Так вот, они сидят под домашним арестом фактически, потому что они выпустили ролик, в которых потребовали от администрации университетов не нарушать права студентов и не преследовать студентов за участие в политическом активизме. Вот в этом Следственный комитет усмотрел там вовлечение несовершеннолетних в какие-то деяния, опасные для их жизни и здоровья. Вот. Ну и, в принципе, ребятам грозит уголовка. Мы надеемся, что там сажать их не будут, но, в общем, понятно, что им там жизнь и какую-то нормальную карьеру в России им уже сейчас испортили на ближайшие годы. Фактически вина «Докса» заключается в том, что они вот нарушили это табу. Если у вас есть студенческий проект, то студенческий проект должен каким-то шестым чувством, там, встроенным в наш российский позвоночник, знать, про что вы можете говорить, а про что вам лучше помолчать. Вот про, там, не знаю, наши успехи в спорте, память наших ветеранов и история о том, какое у нас мудрое начальство, вы, конечно, рассказываете, побольше пишите об этом, ребятки. Мы вам еще какой-нибудь грант на это дадим от государства. Но если вы вдруг, не дай бог, пишете про там, домогательство в университете, про то, как преследуют студентов за их там, сексуальную ориентацию или за их политическую деятельность, или вдруг вы, не дай бог, критикуете это самое начальство мудрое наше, университетское, значит, вы сразу нарушаете табу, это ни в каком законе не написано, но в итоге вас выкидывают из университета и, как в случае с «Доксой», отправляют под арест. Вот мой самый зловещий слайд в этой презентации. Здесь, на самом деле, он как бы так же, как и зловещий, он также и безобидный. На нем сведены вместе все 3 ужасные темы. Да, значит, это история про то, что есть вещи, которые, если вы студент в российском университете, вы не можете их исследовать. Если вы преподаватель, вы тоже их исследовать не можете. Значит, есть негласно, опять же, это нигде не записано ни в каких законах или в уставах, но если вы студент-политолог, вы не можете в России, сейчас уже нигде, я думаю, написать курсовую работу про умное голосование. Вот просто вы должны как бы так
знаете, проснуться, вот вы политолог, вы исследуете российскую, например, политику, но у вас должно быть такое слепое пятно, вы должны четко знать, что если вы пишете про какие-то вот вещи, связанные с Навальным, то, в принципе, у вас будет низкая оценка, вообще, возможно, вы в армию пойдете, еще какие-то с вами вещи случатся, и научного руководителя вашего не поблагодарят. И никто точно не знает, почему, и где это записано, и как это вообще работает, но все должны как-то сами догадаться. Да, то есть у нас есть просто табуированные зоны исследования. Вторая вещь — это вещь принципиальная для социологов, историков, гендерных историков, в частности. Это все то, что связано с ЛГБТ+. Это тоже, в общем, табуировано, тоже совершенно непонятно почему. Студенты совершеннолетние, на них не должно распространяться даже это загадочная норма закона про пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. Но исследовать это не рекомендуется. У нас традиционная семья, это теперь в Конституции записано. Вот, пожалуйста, пишите, пожалуйста, курсовые о том, что мужчины любят женщин. Вот просто вот это и исследуйте. А другие вещи исследовать не нужно, потому что это опасно. Ну, не знаю, вещь, которая очень широкая, и она касается огромного пласта реальности, в которой мы живем, это запрет на исследования в сфере истории. Тут очень много таких серых пятен, серых зон, вот этих слепых пятен. Да. Например, в России практически запрещены исследования, тоже негласно, всего, что связано с историей террористического движения в Российской Федерации. Вот у меня на картинке казнь народовольцев. Это была последняя публичная казнь в Российской империи в 1881 году. Они убили царя. И вот лучше вам эту тему обходить стороной, потому что тоже, в общем, мало ли чего вы там напишете, не выйдет ли это на какое-то оправдание и так далее. То же самое касается истории Второй мировой войны. Изучать ее можно, но только в определенном ключе и только определенные сюжеты, связанные со Второй мировой войной. Если вы, например, историей коллаборационизма на территории Советского Союза занимаетесь, то вам тоже по голове это не погладит. Вас не погладит по голове за честную историю ленинградской блокады, ну и так далее. Очень много вещей, которые лучше в России не исследовать. И вот эта история про то, что мы на самом деле не можем быть нормальными учеными в нынешних условиях, и число таких тем, которые негласно табуированы, растет. Вот. Ну, про идеологический контроль я долго распространяться не буду, да, возрождаются на самом деле, значит, вот эти вот отделы специальные, которые надзирают за умонастроением преподавателей и студентов. Многие говорят, что они никуда не исчезали, но теперь они точно активизировались. Университеты один за одним отчитываются о том, что они создают антиэкстремистские центры, что бы это ни означало. Короче, государство вкладывает прямо деньги, ресурсы, вместо того, чтобы развивать науку, развивает вот такие формы идеологического контроля. Да. Ну и вот социальные сети преподавателей тоже негласно мониторятся, и в принципе студентов тоже, что они пишут в интернете, тоже читают какой-нибудь специально обученный человек из деканата. Вот. Вступил в действие закон о просвещении, он напрямую касается работы высшего образования, потому что там есть пункт про то, что теперь для того, чтобы какие-то международные контакты иметь, российские университеты должны согласовывать эти контакты с министерством. Эта норма уже вступила в действие, потому что она там четко прописана в законе. Насчет всего остального, что там будет про просвещение, и, может быть, вот наши сегодняшние действия, они как-то уже выходят за рамки этого прекрасного закона. Но поскольку подзаконных актов от правительства до сих пор нету, значит, вот этот закон, он действует только частично, только в той части, которая предписывает университетам согласовывать свои действия на международной арене с министерством, что полная чушь в силу того, о чем мы вначале говорили, что наука и образование, они сейчас международный характер носят. Вот. Ну, на первый взгляд кажется, что вот эти все вещи касаются только социального знания, то есть таких дисциплин, как социология, политическая наука, история, возможно, там, психология, что-то еще. Это действительно так, то есть в смысле они у них между честной социологией и российской действительностью сейчас прям очень большое трение возникает. Даже, наверное, философия стала опасной наукой. Я в целом, конечно, мечтал об этом всю жизнь, но не в такой форме. Я думал, что я там, не знаю, как бы произнесу какую-нибудь опасную философскую теорию, да, как бы оказалось, что ты говоришь, в общем, довольно банальные вещи, но это все равно выглядит как-то ужасно оскорбительно для властей. Да, значит, если ты честный социолог, ты честно описываешь то, что происходит в России,
значит, ты с точки зрения властей сейчас занимаешь антироссийскую позицию. Вот обратите внимание на этот факт, да, на это явление. Честная наука в современных российских условиях — это антироссийская позиция, так она воспринимается, в общем, нашими властями. Ну и, да, и, соответственно, ну, патриотические ученые — это важная фигура, кстати, обратите на него внимание. Значит, это человек, который угадывает, что сейчас скажет начальство, и немедленно восхваляет то, что начальство сказало. Это вот правильный ученый. Они начинают скапливаться в целые научные школы. В частности, вот есть в РУДН есть такой институт, сейчас у меня тут написано Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН. Там собрались 5 человек довольно молодых, которые в телевизоре, в своих научных статьях и лекциях говорят одно и то же, что мы самые великие, что идет информационная война с Западом, и мы в ней в целом побеждаем, но пока еще не совсем до победы далеко. И вот они так гастролируют по стране, по телевидению и промывают мозги своим студентам. Это вот будущее нашей науки, в общем, ничем не отличимо от такого пропагандистского цирка. Ужасно люблю за ними наблюдать, потому что они показывают, как надо адаптироваться к нынешней ситуации. И мне кажется, что, тем не менее, все это касается не только социального знания, потому что, с одной стороны, так называемые гуманитарии сейчас очень активно используют количественные методы, то есть им надо как бы общаться с людьми, которые умеют считать, строить математические модели. То есть гуманитарии вредно влияют на математиков, математики, наверное, вредно влияют на социальных исследователей. И, кроме того, вот в современном мире очень большая дискуссия идет, например, про такую как бы гуманитарную вещь, как этика. И, да, и вопрос о том, что справедливо, и как ты должен поступать, и как ты должен выстраивать отношения со своими близкими, вообще с людьми, это вопрос очень такой философский, но им сейчас заняты все, начиная с Гугла, Фейсбука и каких-то супер IT-компаний по всему миру, и к Яндексу, наверное, тоже в этом смысле много вопросов есть. Короче, эти две вещи давно смешались, социальное знание и точные науки. Значит, выводы, да, такие промежуточные выводы, и потом, собственно, у меня останется еще маленькая часть про какие у нас есть опции. Мы с вами движемся, и, может быть, уже подошли к тому, чтобы решительно вступить вот в такую туземную науку. Да, вот давайте эти все вещи сведем вместе, да, значит, ограничения на контакты ученых с иностранцами, какой-то полузапрет просветительской деятельности, преследование студентов, которые занимают какую-то активную позицию внутри университетов, страх преподавателей, страх сказать лишнее и в своих социальных сетях, и на семинаре. Я все это, в общем, прекрасно вижу по своим коллегам. Отсутствие свободы исследований и научных дискуссий, то есть, в общем, самое главное, что делает образование ценным, по большому счету. Вот. Ну и такая вот самоизоляция российской высшей школы, все это сводится вот к этому обидному понятию, я его на самом деле не очень люблю, но тут ничего более яркого придумать не получается. Вот туземная наука. Туземная наука — это такая наука в такой шапочке из фольги, которая говорит, вот во всем мире наука вот такая, а мы этим путем не пойдем. Мы изобретем свою науку, во главе которой будет какой-нибудь товарищ Сталин, который нам объяснит, как устроено языкознание, как устроена биология, как устроен вообще весь мир. И вот мы изобретем эту нашу новую собственную науку и будем здесь ее практиковать. Суверенная наука. Ну, суверенная звучит как бы чуть-чуть так возвышенно, да, то есть с такой претензией на то, что мы как бы что-то хорошее здесь делаем. А туземная наука, тут еще вот в чем аспект этого такого оскорбления, такого колониального, да, может быть, не совсем удачный термин, не очень современный. Здесь идея в том, что ученые, люди, которые изображают из себя ученых в рамках этой туземной науки, в кавычках, они имитируют науку, они пишут какие-то булшит-статьи абсолютно пустые, они, значит, заседают в каких-то коллегиях, они выдают друг другу ворованные диссертации, вот, они все обвешаны этими регалиями, но это совершенно ничего не значит. То есть это вот такой карго-культ немного. Вот. Ну и что, в общем, цензура убивает знания, да, потому что, в общем, все то, что делается в российском образовании, все больше и больше становится образованием просто для того, чтобы, имитации, да, то есть для отчетности. Мы с вами сейчас посидим, послушаем лекции, потом вы сдадите экзамены, мы будем делать вид, что мы их принимаем, вы будете делать вид, что вам это зачем-то надо, потом вы получите дипломы, и вы сделаете прекрасную карьеру на госслужбе, и на этом, собственно говоря, весь смысл образования заканчивается. У этого образования нету ни задачи ни найти какое-то знание, ни поменять общество, ни даже приблизить человека к какому-то современному миру, адаптировать его
к нему. В общем, это все профанация. Вот мне кажется, что в нынешней ситуации, когда такой вал цензуры идет, когда сотрудничество с западными университетами становится нежелательными для российских властей, мы приходим к тому, что просто вместо образования остается такая гигантская выжженная земля и полная профанация для всех. У меня есть 4 ответа на то, что можно сделать в этой связи. Значит, первый, план номер 1, радикальный. Сказать, что вообще пусть оно горит в аду, это высшее образование, современный мир вообще ценит, когда вы что-то умеете делать, когда вы что-то знаете и, в общем, можете это подтвердить на практике. А высшее образование — это какой-то рудимент то ли 19-го, то ли 20 века. Давайте просто забудем про него и будем заниматься своими делами, чем, в принципе, мы сейчас отчасти и заняты. Это хороший план, и я бы его всерьез рассматривал. У меня, как у человека, который проработал в университете очень долго, в таком нормальном настоящем университете, у меня есть некоторая ностальгия. Я люблю университет как место, где умные люди специально собираются для того, чтобы свободно поспорить на какие-то сложные темы. Вот я, к сожалению, не знаю такой площадки, где люди глубоко, долго и свободно, и открыто при этом, и уважительно спорят друг с другом не только про сиюминутные какие-то частные вопросы. Мне бы хотелось университет сохранить, поэтому мне в чистом виде первый план не подходит, хотя он классный. Значит, второй план — это эвакуация. Давайте просто плюнем на российское высшее образование на этот раз и все уедем учиться в Европу, где прекрасные, зачастую бесплатные программы. И, конечно, там есть свои проблемы, да, но по сравнению с российской ситуацией там вообще все замечательно, все для людей сделано, и курсы хорошие можно выбирать, и никто тебя за идиота не считает, и в казарму тебя никто не загоняет и не преследует тебя по уголовным статьям, и Барт-колледж там желательная организация. Ну, короче, все замечательно, да. Ну, проблема этого плана заключается только в том, что очевидно, что мы все не сможем это сделать, мы не сможем сами все получить образование в Европе, там своих детей туда отправить, те, кто постарше, ну и как бы кто-то все равно останется. Вот. Третий план — это такая славная традиция российских партизан. Это значит, вот вы сидите у себя там в глубоком каком-то подполье в вашем университете, причем сейчас это касается любых практически учебных заведений, и в регионах, и в столицах, и там МГУ, и высшей школы экономики. У вас везде есть возможность почувствовать себя партизаном. Вы видите, есть какой-то нормальный преподаватель, он вас не хочет как бы унизить, не хочет вас оскорблять, он читает с вами какие-то современные тексты, он хорошо знает свое дело. Ну вот, значит, вы ради этого преподавателя, ради таких, как он, в принципе, можете все это выносить и терпеть. Да? И вот поддержите этих преподавателей, поддержите эти курсы, ходите на них, относитесь к ним серьезнее, найдите каких-то единомышленников, и таким образом, ну, как бы вы сделаете шаг к тому, что образование станет там чуть-чуть лучше и для вас, и для общества. А еще очень важно, несмотря на печальный опыт Доксы, что-то делать самостоятельно в университетах. Университеты дают вам, ну, как минимум, помещение, и поэтому вы можете там делать, не знаю, какой-нибудь киноклуб, где вы можете под видом обсуждения кино как бы обсуждать то, что вам на самом деле интересно. И когда-нибудь это все тоже будет зарегулировано, но пока сейчас вот у государства на все это рук не хватает. И как-то, в принципе, можно на некоторых маленьких площадках делать по-партизански, делать то, что вы хотите. Да? Вот, я под конец своей работы официально преподавателем в России, я со студентами обсуждал создание подкаста, на котором мы бы обсуждали такую важную тему, как писать курсовые, потому что никто же не знает, и каждый следующий год, когда студенты начинают писать курсовые, все сталкиваются с ужасным трепетом о том, как это делать. Вот такие ветераны курсовых бы объясняли, как они, значит, что-то там наисследовали. Вот. Ну и как бы четвертый план — это план, который мне лично больше подходит, и я это делаю не один, а с большим числом единомышленников. Это, в общем, история про то, что мы можем создавать какие-то альтернативы, даже не одну единственную альтернативу, а многие альтернативы. Здесь логотип Свободного университета, который мы создали в прошлом году, как ответ на то, что нас начали выдавливать из официального образования. Ситуация была странная, потому что ты сидишь в Зуме, там твои студенты, ты сидишь у себя дома, и тебе тут приходят какие-то угрожающие письма из администрации, типа там «делай вот это, не делай того, не пиши про политику в Facebook», ну и какие-то еще ужасные глупости. Вот, в принципе, это план о том, что, по большому счету, если у вас есть хороший преподаватель, вы можете его курс организовать самостоятельно
собрать краудфандинг на то, чтобы он читал этот курс. Он вам потом напишет рекомендательное письмо, в котором будет подробно объясняться, что именно вы достигли в ходе курса. И с этим рекомендательным письмом вы либо предложите его в портфолио, пойдете куда-то к работодателям, да, это будет одна из частей вашего подтверждения вашего опыта, либо поедете в ту же Европу учиться. И вот это сейчас мы можем делать, ну, как бы самостоятельно. С этого начинался свободный университет. У нас сейчас порядка 70 преподавателей участвуют, несколько сотен студентов за этот год прошло через университет, я думаю, что даже, наверное, больше 1000. Возможно, у нас нет точной статистики, потому что некоторые люди на разные курсы ходили. Вот. И хочется все-таки немножко государству потеснить, хотя бы не за счет масштабов или там каких-то ресурсов, а просто за счет того, что мы чуть-чуть быстрее умеем действовать, и, возможно, некоторые из нас поумнее, чем те люди, которые нам хотят запретить преподавать. Это все. Это все. Отлично. На самом деле у нас довольно много комментариев и вопросов, но и времени у нас еще тоже достаточно, 25 минут примерно. Я поэтому на правах модератора позволю себе использовать один из комментариев, который пришел в нашем чате, для того, чтобы в том числе немножечко и свой вопрос задать. Комментарий от Олеси Габитовой, простой, первый, короткий. Цензура убивает не только высшее образование. Да? И вот этот третий вариант партизанский, да, который вы описывали, что делать, он ведь работает только в том случае, когда есть некий субъект, который осмысливает происходящее и понимает, что нужно партизанить, что есть какая-то цель, есть какое-то будущее, возможен результат и так далее. Но я как тоже человек с примерно 18-летним опытом работы в университете, смотрел... У нас такая ветеранская посиделка немного. Да, но и тоже уже не работающий там. Смотрел примерно каждый год, вот, не знаю, может быть, после 2014 года, может быть, даже чуть раньше, может быть, со времен введения ЕГЭ, то есть это как бы было немножечко расплывчато. Но динамика была понятна, то есть каждый год, я тоже преподавал там политологию, международные отношения, то есть, в принципе, у нас были хорошие ребята с высокими вступительными баллами изначально, но я видел, в принципе, как в целом общая картина из года в год как бы деградирует. Да? То есть студенты становятся все менее и менее критически мыслящие, все менее и менее требовательные к преподавателю. Их вполне устраивает то, что там кто-то им зачитал там с учебника, они записали, потом рассказали. Это проблема и школьного образования тоже. Да, ваш коллега Дмитрий Быков говорит, что только учитель может спасти Россию. То есть если не учитель, то уже никто. Но то, что мы видим, приходящее из школы в университеты, как бы не очень оптимистично выглядит. Да? Вот кто должен быть этими партизанами? Когда они переведутся? Да? И вот что с этим делать? Ну, это резонная постановка вопроса. Почему я говорю про высшее образование? Потому что я в нем что-то вроде бы понимаю. Вот. И мне хочется этим продолжать заниматься. Я не очень хочу спрашивать у государства на это разрешение, и, в общем, и не спрашиваю. Вот. Понятно, что цензура уничтожает практически все, и, там, и медицину, и среднее образование, и дальше этот список можно продолжать. И что касается того, кто должен быть партизаном, я как раз вот забыл этот последний слайд показать, он такой довольно бессодержательный, но на нем есть риторический вопрос, как оставаться свободным. Мой финальный месседж должен был заключаться в том, что, собственно говоря, для того, чтобы оставаться свободным, нужно сначала, увидеть тюрьму. Да, то есть нужно понимать, что, в общем, те правила игры, которые современным российским государством и обществом предлагаются, это не очень здоровые правила, и не стоит на них целиком соглашаться, стоит сохранять зазор между тем, чем ты занимаешься, и тем, что принято делать чиновниками, фигурантами расследований Диссернета, проворованной диссертации и так далее. Я не замечал, отвечая конкретно на вопрос, я не замечал никакой деградации или ухудшение качества студентов, может быть, потому что я находился в некой привилегированной позиции, потому что я преподавал в высшей школе экономики,
где значительная часть студентов очень высоко мотивирована, приходит туда по каким-то реально выигранным олимпиадам или там реально пробившись через эти заслоны ЕГЭ. Много студентов вышки из регионов, очень людей таких заточенных на то, чтобы выбраться в большой мир, посмотреть, как все устроено, встретиться с такими же умными, как они. И у меня было, если честно, обратное скорее ощущение, что как бы это я тупею вот с каждым годом, и студенты становятся все более умные. Вот последние мои политологи, у которых я преподавал, сначала, последние совсем были в Zoom, а перед этим у меня был еще один последний очный курс в 2019 году, соответственно. Вот они были настолько отмороженно умные, понятно, что им не хватало какого-то социального опыта, но они там в свои 17-18 лет, они задвигали такие речи, что я просто хотел иногда спрятаться под парту, что называется. Вот, и ответ мой вот в какой плоскости лежит. Я не знаю, как изменить систему целиком. Я знаю, что даже на плохих образовательных программах в высшей школе, в целом не в высшей школе экономики, а вообще в российских университетах, есть обязательно несколько людей, которые что-то хотят, и которые дико талантливы и достаточно активны, которых эта вот среда российского образования начинает убивать. Вот стандартная ситуация, это там есть там 3-5 сколько-то людей, у которых там есть какой-то потенциал, и им и преподаватели, и главное вот эта вот среда в целом, весь инфраструктура, каркас вот этого высшего образования начинает говорить: тебе что, больше всех надо? Посмотри вот на Доксу. Вот они вот что-то там были сильно умными, и чем все кончилось? Ты хочешь так же кончить? Да зачем тебе? Лучше переведись в высшую школу ФСБ, это хорошая карьера, всегда будешь при, так сказать, куске хлеба с маслом. Вот. Я сейчас утрирую специально. И вот мне кажется, наша задача — это подружиться все те, кто не хочет в школу ФСБ, по каким-то причинам. Да, то есть вот найти, у нас есть сейчас возможность искать и просто проводя какие-то лекции открытые, объявляя наборы на курсы, и находя новых преподавателей, и используя интернет, пока его не отключили в России, у нас есть возможность находить людей, которые хотят по-другому. И эта аудитория, она может развернуть процесс. То есть, в принципе, это история про то, что такие люди, объединяясь, могут давать для других людей пример, в свою очередь, и уже они будут средой, а не то болото, из которого мы все хотим вылезти. У меня есть риторический совершенно комментарий. Я прекрасно понимаю, что, будучи преподавателем, например, высшей школы экономики, можно чувствовать себя тупеющим на фоне студентов, потому что, наверное, то есть это было положительное явление, то, что нам дало ЕГЭ некое равенство, да, когда действительно самые талантливые ребята могут на основе своих баллов уехать в хорошие университеты центральные, но я-то был не в Москве, я-то был в Петрозаводске, и вот высасывание всего лучшего из регионов в Москву, в Питер, вот такой результат дает. И я понимаю, что это просто риторический мой комментарий, с ним вряд ли что-то можно сделать. Я хотел бы добавить, что у нас нет возможности опять же поменять эту тенденцию целиком, но у нас есть возможность чуть по-другому направлять эти потоки, в смысле самостоятельно прокладывать эти русла, потому что если есть хороший преподаватель в Владивостоке, где я недавно был, то к нему придут, в принципе, все, кому интересен его курс, сейчас придут в Zoom, а потом когда-то встретиться с ним лично. Да, то есть нынешняя ситуация ковидная, я понимаю, дала нам она чуть-чуть нам развязала в этом смысле руки. Да, это правда. К комментариям возвращаемся. Вы можете по-прежнему писать, у нас еще есть время, их уже много, но я буду выбирать, конечно, лучшее. Комментарий, вопрос. Параллельно с Барбкемпом идет трансляция от Росмолодежи, которую смотрит на порядок больше людей. Почему заметная часть студентов поддерживает все то, что делает государство? Они это искренне делают или им очень хорошо платят? Мне кажется, здесь может быть несколько причин, но очевидно, лежащая на поверхности, это конформизм. Это все побежали, я побежал. И эта история... Вообще, может быть, самая страшная вещь, которая сейчас в России происходит, это растущее всеобщее ощущение, возвращающееся после советских времен,
что все настоящее — это государственное. Вот если ты что-то делаешь стоящее, значит, ты должен быть государством. И наоборот, если ты государство, значит, ты по дефолту делаешь, ну, может быть, ты плохо делаешь, может быть, ты даже воруешь, но все равно это вот оно, как бы, это вот такая настоящая вещь. И как бы нормальный, мне кажется, 17-летний, даже 20-летний человек, он должен, если весь окружающий мир ему говорит, что так принято, он должен, в принципе, этому скорее поверить. Он, может быть, там, не знаю, условно говоря, слушает другую музыку и смотрит видео на ТикТоке, которые чиновники не понимают. Но он же пытается куда-то встроиться, да, как бы прийти в какой-то большой взрослый мир, повзрослеть в конечном итоге, найти себе место. И вот после этого его тащат в эту такую совсем не платоническую любовь с государством. И это как раз проблема, да, и вот, может быть, об этом стоит думать, как защитить право людей действовать, не спрашивая разрешения у государства, в принципе, в любой сфере. Я думаю, что следующий комментарий немножечко в продолжение того, о чем вы только что говорили, про спрашивать разрешение или нет. Но я так понял, что вы в целом довольно оптимистично настроены хотя бы в, скажем так, среднесрочной перспективе по поводу возможностей продолжения свободного общения между людьми, в том числе в сфере высшего образования. Есть вопрос. Свободное образование уйдет в Dark Web или в Darknet? То есть это вот где границы цензуры, да, и будут ли находиться какие-то все новые и новые способы преодолевать эту цензуру? Насколько далеко можно зайти? Это большая сложная тема. Раньше казалось, вот мы недавно с одним умным человеком это обсуждали, раньше казалось, что мир довольно просто устроен. Чем больше компьютеров, тем больше образования, тем больше свободы. Сейчас мы, к сожалению, видим, что чем больше компьютеров и чем больше агрегировано каких-то данных о том, как люди эти компьютеры используют, ну, компьютеры, смартфоны, я имею в виду вообще всю нашу диджитал реальность, чем больше данных собрано, тем свободы, судя по всему, меньше, потому что просто слежка гораздо проще и дешевле устроена, чем когда бы то ни было. В Китай, как говорят, в авангарде этого процесса, ну вот Россия тоже за ним там крадется, шурша Mail.ru как бы и прочими атрибутами своей цифровизации, госуслугами. Шурша. И поэтому эта гонка, на мой взгляд, сейчас она разворачивается в то, что там, ну, люди, которые хотят свободы, скорее эту гонку на текущий момент проигрывают, поэтому там Dark Web и прочие перспективы вполне реальны. То есть такая будет какая-то аналог каких-то нелегальных сайтов, которые там обычно что-то плохое делают, но здесь вот будет просто такой образовательный проект, который для того, чтобы выйти в который, нужна какая-нибудь хитроумный девайс, там Tor-браузер, и ты вводишь какой-то секретный, написанный на бумажке код, и там... Но это все сделает образование очень ценным, очень важным, и как бы чем больше запретов, тем больше вот как бы спрос на... Вот сейчас я обратил внимание, что в Москве появилось очень много граффити политических, ну, такого хамского содержания, их раньше не было, я, по крайней мере, не видел. Писали все, что угодно, там про Васю какого-нибудь, Колю, а теперь пишут про других людей, там, с фамилиями, пишут всякие гадости, а других, наоборот, восхваляют. И кажется, это потому, что никакой другой, ну, политики не осталось, с чего мы начали, да, и осталось только на заборах писать, но очень хочется что-то сделать. Вот с образованием, мне кажется, такая же процедура. То есть образования нету, но хотя бы можно на заборах написать или там в Dark Web что-то провести. Когда мы писали манифест Свободного университета, там в этом была некоторая ироническая составляющая. Я там процитировал Ярослава Ивановича Кузьминова, ректора Высшей школы экономики, но это никто не заметил. Все подумали, что я на серьезных щах, извините за выражение, такими фразами пользуюсь, что-то там типа «находясь на переднем крае глобальных трансформации», что-то в таком духе. Там есть специальная одна такая фраза из статьи Ярослава Ивановича, но это шутка была, пост-ирония. А еще там есть цитата очень узнаваемая из Черчилля, которая звучит так: «Мы будем преподавать на пляжах». Ну, как бы мы будем преподавать на холмах, мы будем преподавать на море и на суше, мы никогда не сдадимся. Вот. Как бы, в принципе, это вот была такая вот тоже, с одной стороны, ироническая риторика, с другой стороны, да, это риторика того, что чем дальше образование будут загонять, тем больше будет желающих найти себе какое-то место, где они это образование смогут получить. Я пессимист
и все мои комментарии тоже такие же. Мне просто видится некоторое, забыл слово. В общем, суть в том, что если мы допускаем уход образования, к примеру, в Darknet, и тут мы должны понимать, да, что это будет совершенно как бы образование, совершенно для избранных людей, которые прям понимают, что им надо, и знают, как им это сделать. Но мне кажется, в таком случае мы говорим о тех людях, которые найдут другой выход из этой ситуации. Да? Вот как это, из России есть 3 выхода, да, Домодедово, Шереметьево и все остальное. То есть те, кто готов бороться за получение своего образования таким образом, мне кажется, они найдут другой способ его получить, может быть, даже более простой. То есть останутся ли действительно те, кто готов будет преодолеть все, чтобы получать образование в России? Мне кажется, это же не одномоментно произойдет, да, то есть не будет такого тумблера, когда вчера еще было какое-то образование в России, а завтра оно все в дарквебе и проще уехать в Германию. Мне кажется, что этот процесс растянется на какое-то время, довольно длительный, и поэтому всегда будут промежуточные моменты, да и в отъезде в Германии ничего плохого нету, вот, как мы все понимаем. Мне кажется, что просто Россия, как большая очень страна, она будет генерировать ежегодно там, десятки и сотни тысяч очень умных девушек и молодых людей, далеко не все из которых смогут оказаться на территории Евросоюза. Им бы всем как-то познакомиться и действовать, для того, чтобы быть современными людьми просто и что-то знать о том, или пытаться узнать, как мир устроен, да, и там чему-то нас научить, чему-то мы бы их могли научить. Такую вот коллаборацию затеять. Это вполне вероятно, что это некоторая такая утопия. И вообще я хотел пошутить, что те вещи, которые в дарквебе есть, в даркнете есть сейчас, они же как бы процветают, да, хотя у людей, по идее, могут быть другие способы их получения. Да. Вот все-таки какие-то нелегальные рынки нам показывают, что и просвещение как-нибудь выживет. Но это шутка скорее. Я, может быть, еще больше пессимист, чем вы, или мы с вами оба очень большие пессимисты, да. Но когда у меня был довольно сильный такой страх и апатия весной прошлого года, когда я видел, как заканчивается моя преподавательская карьера, я решил, что я это буду переводить в такой вот, в режим действия. Да. То есть я решил, что я буду действовать, потому что мне не очень нравится просто страдать по этому поводу. И с тех пор, что-то случилось с тех пор, и хочется дальше продолжать. Поэтому штука в том, что на самом деле кто угодно может сделать то же самое, и это хорошо. В смысле, кто угодно может сделать еще кучу независимых образовательных проектов в России и стать в них волонтером или попытаться на этом заработать, и так далее. Да, между пессимизмом и пессимизмом есть большая разница. Можно продолжать действовать в этом направлении, оставаясь пессимистом, а можно нет. Ладно. Вопрос, который мне понравился. Из чата. Кирилл, как вы думаете, приспустят ли репрессивные свои методы хотя бы в университетах после сентябрьских выборов, или все будет только усугубляться? А там, правда, слово «приспустят»? Я специально «приспустят». Это интересно, это как будто, знаете, это какое-то похоже, что-то среднее между вот кулинарным рецептом и описанием стриптиза, да, такое государство, оно приспустило что-то, и это увидел, да, и понял, что... Я думаю так, что вся предыдущая история последних десятилетий в России нам говорит, что, конечно, на время выборов нужно вводить временный либерализм. Вот сначала нужно всех разгромить, своих оппонентов на выборах никого не пускать, а потом в момент в сентябре у нас должно быть относительно как-то тихо и спокойно. Но, кажется, во-первых, в этот раз уже так не будет, потому что есть такое подозрение, что другие немного люди, другие структуры принимают у нас в стране решения по сравнению со стратегами предыдущих эпох. Центр принятия решений переехал с одной площади в Москве на другую. Сейчас не тема нашего разговора, поэтому не буду в эту сторону углубляться. А с другой стороны, мне кажется, что поскольку высшее образование очень консервативная вещь, то у нас произошла странная штука. 10 лет назад, это был замечательный момент медведевской модернизации, все еще, университетам ставили задачу войти в топ-100
мировых, значит, научных центров, то есть отчитаться, среди прочего, по академической мобильности, сколько у вас студентов-иностранцев, сколько ваших студентов уехало в зарубежные университеты, сколько у вас преподавателей зарубежных, сколько ваших коллег уехали на длительные зарубежные стажировки, как много статей вы опубликовали в западных реферируемых журналах, и все это вместе вы должны были положить вот на алтарь великого образовательного прогресса. И было крайне комично наблюдать, как, например, крупные лидирующие университеты, как они вложили в это много очень средств, потом случились известные политические события после Крыма, это все как-то становилось с каждым годом все менее актуально, и дальше, вот как раз в тот момент, когда вроде бы они уже готовы были отчитаться о том, какие они международные и классные, выяснилось, что надо срочно менять стратегию, и теперь нужно больше ориентироваться на внутренний рынок, как бы заниматься вот там импортозамещением каким-нибудь, я не знаю, как это все, вот это даже видно по стратегии развития высшей школы экономики, и в других университетах тоже так происходит. И я думаю, что теперь у нас следующие 10 лет мы будем строить вот туземную науку и суверенное образование, или наоборот. И поэтому к концу года никакого приспускания не случится, потому что, ну, как бы деньги на антиэкстремистские центры уже выделены. Преподаватели уже понимают, что надо заткнуться, значит, и просто говорить, что начальство во всем право, студенты тоже это чувствуют, и дальше этот маховик просто будет раскручиваться, тем более, что мы, кажется, живем в таком обществе, которое как бы очень странным образом, ну, как бы готово к такому положению вещей, потому что мы, видимо, в 20 веке долго находились именно при таком порядке и как-то вспомнили, что ли, как это все устроено. Как говорил, знаете, некогда министр экономического развития Карелии Валентин Шмиль про привлечение, так сказать, денег в бюджет, я лучше буду ездить заниматься проституцией в Москву, чем пытаться найти иностранные инвестиции, поскольку... Вот очень глубоко, и спасибо за эту цитату, и, конечно... Он был честный человек. Но это и патриотизм как раз и есть. Вот. В связи с этим у меня вопрос... мой, опять же, собственный, вот аналогии, не аналогии, да, когда-то у нас был фонд Сороса. Я прекрасно помню это время, потому что я начинал учиться в университете, и все, что было компьютеризировано и интернетизировано в Петровском университете, все пришло оттуда. А потом мы читали учебники, которые писали люди, значит, от имени фонда Сороса, получая деньги за это от фонда Сороса. И вообще вся система образования сильно держалась на фонде Сороса. Потом, понятно, через какое-то время эти книжки начали жечь, там, в буквальном смысле, мы помним некоторые такие штуки. А потом была прекрасный фонд «Династия», да, вот, который тоже в итоге запретили. Теперь признают иностранными агентами вот, Social Science Lab, который сотрудничает с Оксфордским российским фондом, на который еще недавно, опять же, молились, во всяком случае, все региональные вузы. Да. Насколько, в принципе, возможно, насколько далеко возможно как бы дойти, осталось ли еще что-то у российского образования, какие-то перспективы, кроме краудфандинга? Я так понимаю, что сейчас все, откуда приходили деньги, ну, кроме бюджета, но это государственная сфера. Вот у как бы свободной, независимой высшей школы какие-то варианты, кроме краудфандинга, остались, и что с этим делать? Ну, мне кажется, есть два глобальных сценария. Первый сценарий связан с тем, что просто вы как-то развязываете свои отношения с Российской Федерацией, создаете какой-то образовательный проект, ориентированный на русскоязычных слушателей за пределами Российской Федерации. Тогда вы можете заниматься таким фандрайзингом, каким вы хотите, и просто там, платить налоги, как бы, и отчитываться, куда вы их потратили, да, что вы эти деньги не крадете, а инвестируете в образовательные программы. А внутри России, к сожалению, да, как и в случае с независимыми медиа, все источники финансирования перекрыты. И тут дело даже не в деньгах, а дело в том, что какой-то перспективы не видно. То есть, ну, как бы есть супербогатое государство, которое будет вот топтать это поле и при этом разбрасывать ну, каким-то подхалимом, все менее компетентным миллиарды бюджетные. Вот эти, есть много как бы хороших новых проектов, там, не знаю, типа Иннополиса под Казанью, и там даже Сколково с некоторыми
оговорками, да, но понятно, что в этих условиях, которые сейчас, в тех условиях, которые нам предлагает государство, они тоже начнут деградировать, и, наверное, уже начали. Вот. Но это будет очень такая дорогостоящая деградация. Вот. А если вы будете пытаться этому сопротивляться, то у вас, кроме граждан Российской Федерации, никаких других источников для надежды нет. Если сможете, коротко, потому что вопрос, на самом деле, я его задам, потому что он есть, но мне кажется, довольно очевидный ответ. Как вы думаете, настанут ли времена, когда молодые люди перестанут идти в университет ради корочки? Да, я думаю, настанут. Я думаю, что вообще какое-то будущее у России, какие-то изменения в нашем обществе совпадут с этими временами, потому что ради корочки, это как бы полный идиотизм идти в университет ради корочки. В университете идут ради социального опыта. Знание является их разновидностью, а корочка — это вещь, которая нужна чиновникам и просто каким-то балбесам, которые, кроме государства, опять же, ничего в своей жизни не видели. У нас остается примерно там 2-2,5 минуты. Я задам вопрос, который звучал сегодня в кулуарах. Его нет в чате, но он звучал. И он как бы и меня волнует, и многих моих сверстников или людей чуть-чуть помладше. Он волнует, безусловно. Когда начинать с детьми вообще школьного возраста обсуждать текущие вот эти вот... Как подготовить школьника, российского школьника, к его дальнейшим шагам в сфере высшего образования? То есть как, собственно говоря, нам, людям, которые задумываются пока еще об этом, воспитывать партизан, да, если хотите? С какого возраста начинать? Я не эксперт, на самом деле, по вот такому детскому воспитанию. Когда я с этим, у меня, наверное, только в случае с сестрой похожая ситуация была. Сестра закончила МГУ, экономический факультет, и у нас не 20 лет разницы. То есть я так мог выступать каким-то человеком, который что-то ей там втирает о том, как мир устроен. У меня идея о том, что надо быть честным с самого начала, и про всякие глупости, которые творятся на твоих глазах, детям тоже так же честно говорить. Это, конечно, может тяжело и не педагогично, тяжело для детей в первую очередь, но зато они, наверное, будут понимать, с какой реальностью они столкнулись. В очередной раз сошлись во мнении, я примерно то же самое говорю о том, что нужно начать готовить детей к взрослой жизни как можно раньше, и им же лучше будет. Мы этот блок, этот слот сейчас заканчиваем. Если вы видите плашечку на своем экране, можете продолжать донатить, мы только что об этом говорили. Кроме донатов, вообще нас уже ничто не спасет в нашей стране. И сейчас будет небольшой перерыв, после которого мы снова вас ждем и будем заканчивать. Стоп. Значит, мне говорят в ухо, прием, что у нас еще есть время, хотя еще недавно его не было. Мне говорили обратное, да. Давайте, у нас, видимо, есть время, раз меня не переубеждают. Вопрос, который есть в чате, который я не хотела задавать, потому что он немножечко не в тему, но мне нечего сейчас вот быстренько найти. Вопрос хороший. Он к вам, наверное, как к редактору отдела того, чего нет. Кирилл, считаете ли вы умное голосование действующим инструментом, надеетесь ли? Сложный вопрос. Я в целом с интересом относился к этим экспериментам. В том округе, где я в Москве голосовал, произошла очень такая трагикомическая ситуация, потому что там прокатили Валерию Косомару, проректора Высшей школы экономики. Вместо нее избрали какого-то совершенно человека, который просто притворялся шлангом в течение всей кампании, но его как бы буквально на руках занесли. Он доцент МГУ, кстати, экономического факультета того самого, уже упоминавшегося Яндиев, его фамилия. И он там каким-то благоустройством теперь занимается, то есть не то, что, в общем, мелочи приятно. То есть когда я тогда праздновал, что, в общем-то, так получилось, просто не потому, что у меня какие-то особые чувства к Валерии Косомаре, а потому что не очень хочется, когда безальтернативные кандидаты просто во всем этом участвовать. Но вот смотрите, вот только что позавчера, кажется, или вчера даже Илью Яшина не пустили на довыборы в Мосгордуму,
И там, ну, их всех и раньше не пускали, но вы обратите внимание, почему его теперь не пустили. Его не пустили на эти выборы, потому что он симпатизирует Навальному. И это открыто написано в решении избирательной комиссии. Он причастен, якобы причастен к деятельности экстремистских организаций. Причастность устанавливается, потому что ты в интернете говорил, что там, не знаю, Навальный молодец, или потому что ты донатил какой-то его структуре, к вопросу о донатах. Вот. И на этом основании он поражен в политических правах, никакого судебного решения не надо, просто одной бумажки от чиновников в избирательной комиссии достаточно. В этих условиях перспектива умного голосования выглядит крайне туманно, потому что все-таки умное голосование, как и многие другие проекты хорошие, готовились немного под другие социальные условия, где все-таки есть, пускай и номинальные, но, например, какие-то номинально конкурентные выборы. Вот. Сейчас есть такое ощущение, что осенью, ну то есть что люди, которые собираются побеждать в Государственной Думе, они уже сидят как бы с документами негласно в кармане, они уже все знают, кто из них победил. Вот. И это будет достигаться просто любым способом, включая там трехдневное голосование, переписывание бюллетеней и так далее. И это означает, если коротко, да, это означает, что вот эти выборы, скорее всего, уже решенный вопрос, а дальше все это будет заморожено на какое-то время, сколько вот наша несчастная страна сможет вынести такой отстой, когда интересы людей ни в каких официальных органах, ни на каком уровне, нигде не представлены. Тогда, может быть, умное голосование или какой-то его аналог еще раз сработает. Но, кажется, не в этот раз. Черт, мы все-таки вынуждены были закончить на пессимистической ноте. Я надеюсь, что все, кто как бы должен, записали, что мы скептически относимся к идее Алексея Навального про умное голосование, и если мы вдруг решим баллотироваться куда-то там, то нас, значит, по той же причине, что и Яшина, не отстранят от выборов. Спасибо еще раз, теперь мы точно этот слот заканчиваем. Вы все еще можете донатить, если видите, значит, свои эти плашечки. Мы вернемся к вам буквально через 7-8 минут. Оставайтесь с нами. Спасибо, Кирилл. Спасибо.